Излюбленное место не только для жителей, но и для гостей республики. Для Молдхан Мальсагова этот парк не просто место отдыха, а путь на работу и домой. После реконструкции дорога станет не только комфортной, но и безопасной. Выйти негде было. Сейчас надеемся, внуков будем выводить, сами будем отдыхать, недалеко живем. Что декрет, охрет, всех бог, все изменения в этом районе. Я вижу, но как сегодня, вот сейчас, вот быстро идет все это, реконструкция, все это. Приступили к работе в Центральном парке в прошлом месяце. Работами одновременно в центре Сунджи занимаются сразу несколько строительных фирм. Вопросы по переносу коммуникаций за линию строительных участков уже решены. Как вы видите, здесь у нас строительство забора уже начато, ограждение вокруг. Сейчас ландшафтные дизайнеры занимаются разработкой озеленения, проекта озеленения внутри парка непосредственно. Ну и строительство арки у нас уже начато. Напротив Дома культуры у нас такое монументальное сооружение будет 9 метров высотой и 11 метров шириной. То есть это станет такая изюминка нашей площади и города Сунджи в целом, такая визитная карточка, скажем так. Демонтаж старых строений, строительство первого в городе выставочного центра, а также благоустройство территории парка памяти и славы. Работы по реконструкции ведутся полным ходом. До этих пор, как таковых капитальных изменений не было. Здесь же благоустроят зону бывшего парка аттракционов и территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. Словом, откроют целый городок для любителей отдыха. Выставочный центр, он был начат с нуля практически в январе месяце, но строительство идет ударными темпами. Мы рассчитываем, что ко Дню Республики данное здание, тоже сооружение будет уже отстроено, благоустроено. По крайней мере, подрядная организация заверяет, что по срокам они успевают. Работают в несколько смен, без выходных абсолютно. Занятия по душе найдет себе каждый, любители активного отдыха и те, кто предпочитает гармонию с природой. На стадии завершения и ремонт ДК. От старого дома культуры остались разве что стены, замена электропроводки, отопление и многое другое. В скором времени это здание никто не узнает. Построен Дом культуры в 1949 году, а значит его смело можно назвать одним из самых старых зданий в республике. После завершения реконструкции контент учреждения значительно расширится. Актовый зал с новым оснащением позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы из регионов. Центральный холл позволит проводить постоянные выставки, представляющие посетителям полную картину исторического, природного и культурного наследия Ингушетии. Параллельно ведутся работы по монтажу гипсовой лепнины внутреннего оформления. На цехах соответствующих готовятся материалы и элементы натурального камня, то есть декора, мраморные изделия и так далее. Это здание будет одно из самых красивых на Кавказе. Я не скажу, что самое красивое на Кавказе, но в числе десятки, допустим, лучших зданий. Мы постараемся это сделать. Преобразится весь город. Здесь 5 июня пройдут главные торжества к 30-летию республики, а после в Доме культуры вновь закипит творческая жизнь, полная идей и вдохновений. Хава Гагиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.